Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Всеми известный чеченофоб, а в народе известный как Человек Жиро, попытался баллотироваться в кандидаты парламента Ингушетии. И себе на помощь призвал другого чеченофоба, Абадиева Идриса, а потом у себя на канале выставил обращение Абадиева. И даже с помощью Абадяна Жиро не смогла набрать нужное количество голосов. Как мы видим, Абадиев призывает молодежь Ингушетии быть готовым к войне и воевать, когда нужно будет республике. Но как мы знаем из выступления Абадиева годом ранее, когда нужно было воевать за Ингушетию, что сделал сам Абадиев? Первый эпизод. Призвал ингушей не плакать как женщин. Второй эпизод. Ингуши, которые сбежали со своих земель, обратились к Идрису, тот призвал защищать свои земли. Третий эпизод. В Назране собрали целый полк, 1000 человек. Срочно, короче, несколько школы хаважакет, едва хандир, сандибр защищать задачу, объявить, чудесно. Короче, несколько на такой вашей елохты, такой вашей елох, что он плохо закар. Тандишен полк сюда дротиш, полк. Вот цайрисак, хала. Четвертый эпизод. Идрис почему-то поехал в Грозный, но не в Осетию, чтобы забрать свои земли. Как мы видим, Абадиев призывает молодежь Ингушетии быть готовым к войне и воевать, когда нужно будет республике. Но как мы знаем из выступления Абадиева годом ранее, когда нужно было воевать за Ингушетию, что сделал сам Абадиев? Как вы уже заметили из видео, Абадиев, собрав 1000 человек в Назране, не пошел забирать свои земли, а приехал в Грозный просить помощи. Хотя за полгода до этого они в очередной раз добровольно вступили в русское подданство и приняли закон об образовании Ингушской республики в составе России, когда как соседние чеченцы в очередной раз отказались добровольно вступать в состав России и провозгласили о независимости. И напоследок хотелось бы обратиться к Абадиеву. Подобным людям, не умеющим проигрывать достойно, стоит напомнить то, что сказала, кажется, мать последнего халифа Гренады своему сыну, когда тот плакал после падения города. Ты хорошо делаешь, что оплакиваешь как женщина то, что не сумел защитить как мужчина. Почему вы вон, идите вон, вот, Осетия рядом, почему вы туда не идете, не спрашиваете, что там, душка не хватает?